Поменьше ветра в волнах и побольше в парусах. С такого благословения начались соревнования по судомодельному спорту, в которых приняли участие команды из Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Вилюйского районов, а также из города Якутска. В этом спорте все серьезно. У ребят настрой боевой. Настрой хороший. Буду участвовать в катамаранах. Этот катамаран сделал со своим руководителем Михаилом Иннокентьевичем из пенопласта и из дерева. Я больше года занимаюсь, особо не волнуюсь, и я уверен в своей победе. Я занимаюсь больше года. Буду участвовать в виде яхты. Волнуешься? Нет. Почему? Уверен в своих силах? Несмотря на то, что в этих соревнованиях, как правило, участвуют мальчики, есть среди спортсменов и девочка Лариса Инешина. Она приехала из Хангаласского Улуса и уже не первый год с азартом участвует в этой битве. В прошлом году спортсменка заняла 3-е место. По ее собственному признанию, сложнее всего ей дается само моделирование. Но эмоции во время битвы снимают всю усталость. Ну вот, когда участвуешь, душа вот вся вливается в эти соревнования, и очень круто, и когда ты награду получаешь, да, когда ты что-то достигла, это очень круто и классно, мне кажется. Уменьшенные копии судов ничуть не отличаются от настоящих. Так же, как и в большом спорте, вся техника проходит настоящий технический осмотр у жюри, и только после этого допускается на соревнования. Мы все с собой привозим. Некоторые запчасти покупаем через интернет, а некоторые из подручных средств делаем. Ну, в основном древесина, пластик, изоспан и так далее. Впереди еще 5 дней соревнований, которые включают в себя авто, авиа и ракетомоделирование. Завтра будет на Комсомольской площади радиоуправляемые машины. И потом уже на местности Үс-Хатынь будет проводиться по самолетам, да, моделям самолет конкурс. И потом уже 8 и 9 июня будут проходить соревнования по ракетомодельному спорту. Это на местности Хатас. По итогам медального зачета сильнейшая команда будет награждена Кубком победителя. Мария Кардашевская, Владимир Павлов, Якутск.